прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, и чем запомнится вторник, 3 июня. Пульс спорта. Клинические какие-то исследования, которые существуют в спорте, они взяты из практической медицины, и взаимодействие спортивной медицины с другими специальностями в медицине просто необходимо. Грозный стал площадкой для обмена передовым опытом спортивной медицины России. Больше полос, меньше пробок. Ширина вместе с Оботин 24,8 все. Так, освещение, говорю. Загружены участки, вот так, парапет, говорю. Реконструируется столичная улица имени Магомеда Узуева в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Зеленое вдохновение. Все вокруг аккуратно и очень много пространства. Ухожено, мне кажется, это на высоте. Участники паркового форума прогулялись по Грозненским скверам и паркам. Бойцы батальона «Восток-Ахмат» Минобороны пресекли попытку проведения ротации противников в Ореховском направлении. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Колонна врага, пытавшаяся скрытно сменить позиции, была обнаружена в ходе воздушной разведки с помощью БПЛА. По противнику нанесли точечный удар, меткое поражение цели обеспечило уничтожение живой силы и техники врага. Председатель правительства Магомед Даудов обсудил на совещании с кабинетом министров и мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым вопросы развития экономического и налогового потенциала. Рассмотрели механизмы реализации новых инвестиционных проектов и возможности их включения в программу развития на 2024-2025 годы. Также отмечено, что регион набрал высокие темпы развития, демонстрирует положительную динамику роста инвестиций. В ходе заседания также заслушали доклады ответственных исполнителей. В завершении Магомед Даудов озвучил ряд поручений и обозначил сроки их выполнения. Участники паркового форума не только обсуждают зеленые зоны, но и активно знакомятся с Грозным. Сегодня они посетили ключевые объекты чеченской столицы. Одна из них – смотровая площадка «Лестница в небеса», откуда можно увидеть потрясающий вид на весь город. А полюбоваться есть чем. Лейла Муртазова сопровождала гостей в увлекательном путешествии. В рамках третьего дня бизнес-миссии делегация главного паркового сообщества Российской Федерации посетила ряд благоустроенных территорий Грозного, которые были реализованы в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Первой точкой стал парк имени Хусейна бен Талела. Гости осмотрели зону отдыха и высоко оценили его возможности, отметив наличие качественных детских и спортивных площадок, а также интересных арт-объектов. Особенно впечатляет пруд, особенно то, что в нем проживают и рыбы, и маленькие черепахи. То есть все это очень хорошее благоустройство, правильное, выполненное и, самое главное, очень хорошо обслуживаемое, поскольку везде чистота и порядок. И это видно, и я думаю, это нравится и всем горожанам, и всем гостям, кто сюда приходит. Далее экскурсия продолжилась на смотровой площадке «Лестница в небеса». Она имеет 54 ступени, ведущие на высоту 9 метров, где открывается вид на город и окрестности. Делегатов заинтересовало это место, они запечатлели увиденные кадры. Следующим пунктом назначения стал парк в поселке Черноречье, который также построен в рамках нацпроекта. Стоит отметить, что он стал одним из победителей всероссийского онлайн-голосования. За его благоустройство отдали голоса более 25 тысяч человек. Парк находится рядом с Грозненским морем в районе Черноречья. Это одно из самых больших и современных мест для отдыха, спорта и семейных прогулок. Он стал настоящей достопримечательностью, где любят проводить время горожане всех возрастов. Гости прошлись по аллее парка, осмотрели зоны отдыха и площадки, отмечали интересные дизайнерские решения и качество использованного материала. Знаете, я впервые нахожусь в Чечне, и вчерашние наши экскурсии, сегодняшние, конечно, произвели впечатление колоссальное. В первую очередь, я заметил, как чисто, я заметил, как все вокруг аккуратно и очень много пространства. Ухожено, мне кажется, это на высоте.
Завершилась экскурсия в новом районе имени Владимира Путина. Этот масштабный проект особенно впечатлил гостей, отметив высокий уровень инфраструктуры, комфорт и инновационные решения. Добавим, что Чеченская Республика стала лидером индекса качества городской среды в стране. Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Методы экспресс-диагностики состояния спортсменов, применение кинезиотейпирования и современные подходы к фармакологической поддержке в спорте обсуждают в эти дни в Грозном. В столице начал свою работу 14-й Всероссийский конгресс медицины для спорта и 3-я Северо-Кавказская конференция по спортивной медицине и реабилитации. Мероприятия объединили диетологов, тренеров и реабилитологов. О стратегии развития спортивной медицины в России Эльвира Межидова. В эти дни Грозный принимает 14-й Всероссийский конгресс «Медицина для спорта 2025», а также 3-ю Северо-Кавказскую конференцию по спортивной медицине и реабилитации. Мероприятие проходит на базе Республиканской клинической больницы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмадхаджи Кадырова в гибридном формате с очным участием спикеров и онлайн-трансляцией. Со всех уголков страны, а также стран СНГ, в Грозный слетели спортивные врачи, реабилитологи, диетологи, медицинские специалисты смежных направлений, спортсмены и все заинтересованные лица. Торжественное открытие конгресса началось с приветственной речи министра здравоохранения Российской Федерации. Спортивная медицина становится доступнее, а спорт безопаснее. В регионах функционирует 105 врачебно-физкультурных диспансеров и центров спортивной медицины, а также 50 их филиалов, 89 отделений и 343 кабинета спортивной медицины. Сегодня открываются новые подразделения, а в существующих медицинских организациях постепенно улучшается уровень оснащения специальным медицинским оборудованием. В настоящее время выстроена единая система оказания комплексной медицинской реабилитации. Минздрав России реализовал возможность получить на портале государственных услуг медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию спортом. Справка в электронном виде формируется на основе данных о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Чеченская Республика, в которой спортивное воспитание является одним из ключевых элементов формирования личности подрастающего поколения, а также частью культуры поведения большей части населения, имеет все основания гордиться достижениями в этой области. Врачебно-физкультурная служба Чеченской Республики с 2011 года активным темпом развивается. У нас открыты врачебно-физкультурные диспансеры, 14 кабинетов по центральным районным больницам. Лицензированы все кабинеты во всех центральных районных больницах. Спортсмены получают качественное медицинское обслуживание и к тому же есть возможность для их реабилитации, что не есть во всех субъектах. В рамках конгресса, который проводится при поддержке Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, профильных организаций из Беларуси, Узбекистана и Азербайджана, функционирует выставочная экспозиция, на которой представлены передовые отечественные и зарубежные разработки в области медицинского оборудования, фармацевтики и спортивного питания. Врач спортивной медицины, он должен уметь многое. Вот представь себе, он один на сборах со сборной команды где-то в высокогорье. Может случиться все, от инфекции кончает травму. И он везде должен оказать помощь. Поэтому все новые клинические какие-то исследования, которые существуют в спорте, они взяты из практической медицины, и взаимодействие спортивной медицины с другими специальностями в медицине просто необходимо. Всем спортсменам, профессионалам, а также ведущим активный образ жизни любителям рекомендуется периодически проходить спортивную диагностику, что помогает предотвратить угрозы жизни при выполнении очень интенсивных упражнений. Именно поэтому современный спорт немыслим без оборудования, помогающего предотвратить, а также восстановить спортсмена. Одним из таких инструментов является аппарат BPL, благодаря которому можно избирательно воздействовать на различные ткани и достичь наилучших терапевтических результатов. Ударно-волновая терапия, лазер высокой интенсивности, направленная контактная диатермия и магнит высокой интенсивности – все это на вооружении спортивных врачей и реабилитологов. Всем участникам конгресса, которые входят в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации, будут предоставлены баллы дополнительного профессионального образования и выданы удостоверения о повышении квалификации. Эльвира Межидова, Магомед Басаев, Ахмед Хазреев, Вести, Чеченская Республика. Введено, проверили ход работ по капитальному ремонту моста на 60-м километре дороги Грозное введено границы Дагестана. Новый мост порядка 50 метров повысит безопасность, комфорт и пропускную способность. Основной этап бурения и заливки на участке подходит к концу. Протяженность объекта 49 метров, а ширина составит 15. По завершении работ объект на 60-м километре автодороги Грозный введено границы Дагестана, обеспечит автомобилистам большую пропускную способность и значительно сократит весь путь. Сооружение имеет цель обеспечить более безопасный переход. Материалы поставляются высшего качества, а само строительство выполняется по всем современным стандартам.
Для профессионалов своего дела это не первый проект, и такая задача не является для них проблемой, что доказывает работа с опережением графика. Процесс не останавливается весь день. Рабочие трудятся в 2 смены, однако большее внимание уделяют качеству. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике проводятся глобальные реконструкции, в чем Министерство автомобильных дорог региона принимает активное участие. Обновляются уже имеющиеся трассы, либо прокладывают новые пути. Все это для удобства и ликвидации пробок. В 2025 году проводятся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на 43 объектах. Это более 166,2 километров дорог, также 9 мостов и 34 участка автомобильных дорог. В том числе проводятся работы на объектах 5 мостам и 15 участков автомобильных дорог. В населенной части района также активно ведутся строительные реформы. Новая мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова уже близится к завершению. Остались лишь внутренняя отделка и благоустройство территории. Финансистом строительства является региональный фонд имени первого президента Чеченской Республики. Кроме данной мечети, в реализации состоят еще 24 объекта на всех участках региона. Курс дайтен должен ахтодаха, ордайтеч внутренний отдел кштайоло рёху, благоустройство искра. Немаловажным является строительство нового жилого комплекса «Крепость» введено. Уже ведутся отделочные работы здания. Сама постройка состоит из 2 подъездов на 77 квартир. На первых этажах расположится коммерческая часть. Начались работы в первом квартале 2024 года, а планируется сдача в конце текущего. Все работы ведутся во благо сельчан, ради улучшения их жизни, а также условий самого района. Мечеть является религиозным фактором духовного обогащения, а новый жилой комплекс может стать новым домом для многих жителей. Магомед Азиев, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном реконструируется очередная улица Магомеда Узуева в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это транспортная артерия соединяет чеченскую столицу с Шаройским, Шатойским и Итумкалинским муниципалитетами. Для увеличения пропускной способности и сокращения времени в пути магистраль расширяют до 4 полос. Лимда Джамалдинова выясняла сроки окончания работ. Грозный, улица Узуева. Именно отсюда началось расширение трассы федерального значения Р-305. Сейчас техника и рабочие переместились в Байсангуровский район. Работы ведутся в рамках государственной программы «Инфраструктура для жизни». 8270 протяженность угона, ширина вместе с обочиной 24,80. Так, освещение, Арчево загружены участки, вот так, парапет шарю, для безопасности, разделительный парапет шарю, тротуар шарбу, обустроить бирбош. Проект «Инфраструктура для жизни» помогает регионам менять облик и улучшать качество повседневной жизни. Строительство дорог – одно из ключевых направлений этой программы. И то, как ведутся работы, здесь наглядный тому пример. Дорогу расширяют до 4 полос, обновляют ливневую канализацию. Грейдеры и тяжелые катки приступают к работе с раннего утра и не прекращают ее до позднего вечера. Все понимают, чем быстрее закончится реконструкция, тем раньше жители смогут пользоваться обновленной дорогой. В настоящее время здесь ведется подготовка основания под укладку асфальта. Работа включает выравнивание, уплотнение и обработку поверхности для прочности и долговечности будущего покрытия. Особое внимание к качеству покрытия. В компании «Лигастрой», которая выступает подрядчиком, работают специалисты с богатым опытом. Один из них – Халид Тайсумов. Вот уже 10 лет он управляет дорожным катком. И за это время проехал почти всю Чеченскую Республику, укладывая асфальт.
Раньше дорога была узкой и загруженной, особенно в часы пик. Сейчас, после расширения, движение станет легче, а проезд безопаснее. Нужно отметить, что именно по ней большая часть жителей столицы и туристы отправляются в высокогорные районы региона. Скоро их поездка будет намного комфортнее. Работы начались в апреле текущего года. Строители обещают завершить через пару месяцев. А пока техника продолжает двигаться вперед, прокладывая дорогу прекрасным переменам. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня в Грозном состоялась всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к Всемирному дню велосипедиста. Спортивное событие собрало любителей здорового образа жизни, профессиональных спортсменов и просто энтузиастов велоспорта со всей страны. Маршрут полегал по улицам столицы. Именно победителей узнаем у Магомеда Азиева. Дождливая погода никак не влияет на мотивацию спортсменов пройти дистанцию и при этом занять призовое место. Совместно со своим федеральным руководством Министерство физической культуры и спорта Чеченской Республики организовали мероприятие ко Всемирному дню велосипедиста. Это отличный повод напомнить о полезном для здоровья средстве передвижения, привить любовь к спорту, а также просто весело провести время в веселой пусть и соперников компании. В целях популяризации физической культуры и спорта совместно с Минспортом Чеченской Республики, совместно с Министерством спорта Российской Федерации, с Федерацией велоспорта Российской Федерации. Вот такое мероприятие проводится. Будем надеяться, что каждым годом участников данного мероприятия будет все больше. Сюда съехалось больше 200 участников. Дабы конкуренция была честной, предусмотрели несколько заездов, где расстояние и возраст допускаемых спортсменов были разные. Каждый выбирал маршрут, исходя из своих физических возможностей. Сила духа, выносливость, а самое главное, желание приехать первыми мотивирует спортсменов как ничто другое. Велоспорт является универсальным для всех, будь то футболист, боксер или скалолаз. Один из участников события – юный дзюдоист Абубакар. Делясь своими эмоциями, он отметил, что был очень рад участвовать в новом для себя состязании, тем более занять там первое место. И как рассчитано, самый длинный путь отведен уже для профессионалов. Они готовятся к заезду на 15 километров. Уверенные в своих силах и решительно настроенные, они устремились в направлении финиша. Самый трудный заезд предстоит уже опытным спортсменам. Мокрый асфальт, длинная дистанция и масса конкурентов будут им препятствовать, но они жаждут показать, на что способны. По итогам мероприятия победителей наградили дипломами и медалями. Все выложились на максимум своих возможностей. Для кого-то это стало результатом кропотливых тренировок, а для других – новым стартом, замотивировавшим их стать еще лучше и сильнее. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.